25 июля в карьере «Удачный» завершились открытые горные работы. На смотровой площадке в этот день царила необыкновенная атмосфера. Очень много горожан сочли необходимым принять участие в столь эпохальном событии. Восторженные и одновременно волнующие лица присутствующих, огромное количество воздушных шаров, а самое главное – присутствие на площадке первооткрывателя трубки Владимира Щукина. С подробностями закрытия Ирина Балкова. Эта дата будет вписана в летопись алмазодобывающей промышленности. На праздничном мероприятии, посвященном этому знаменательному событию, присутствовали первые лица республики, акционерной компании «Алроса», города и первооткрыватель трубки Владимир Щукин, благодаря которому в Приполярном крае вот уже несколько десятилетий живут люди, чей трудовой подвиг изо дня в день приносит доход в копилку компании, тем самым приумножая богатство страны. Открытие этой трубки было действительно удачным. Мы ее открыли буквально за один день. Все остальные месторождения были значительно сложнее открывать. Кроме того, мне пришлось с самого начала и вести разведку запасов на трубке «Удачные» и зачистить запасы на глубину 600 метров ГКЗ. И эти запасы 600-метровые как раз вы и закончили отрабатывать карьеру. Удачнинский ГОК переходит в новую фазу развития – добычу подземным способом, тем самым выходя на более высокие производственные показатели. У «Удачного» огромные, большие перспективы. Это подтверждается и той минерально-сырьевой базой, которая сейчас Удачнинский ГОК располагает, и теми перспективами, которые существуют еще. Потому что геолого-разведочные работы не прекращаются, они продолжаются. Самым главным моментом митинга на смотровой площадке «Карьера» было открытие стелы, установленной в честь тех, кто своим самоотверженным трудом создавал это уникальное инженерное сооружение.